Вы, наверное, в курсе, Руслан, что в 1921 году возле города Тетюш была поймана такая большая рыба. Она была 960 килограмм. Ей даже памятник стоит у нас в Тетюшах. Исәнмесез, кадерле дуслар! Здравствуйте! В эфире кулинарное шоу «Секреты татарской кухни». Наши кулинарные путешествия по районам Республики Татарстан продолжаются. И сегодня нас встречает город Тетюши. Тетюшский район расположен в юго-западной части Республики Татарстан, на правом берегу Куйбышевского водохранилища. В южной части район граничит с Ульяновской областью, в западной части с Буинским районом, в северной части с Апастовским и Камско-Устинским районами Республики Татарстан. Административный центр района – город Тетюши. Он известен еще со времен Казанского ханства. Основан между 1574 и 1578 годами для защиты Поволжского края от татарских набегов. До революции Тетюши оставались типичным купеческим городом. Ежегодно в Тетюшах устраивались две крупные ярмарки – Владимировская и Воздвиженская. На данный момент основной отраслью экономики района является сельское хозяйство. На землях сельскохозяйственного назначения работают 40 сельхозформирований. Также в Тетюшском районе немало объектов культуры. Это дома культуры, библиотеки. В районе функционирует музей истории Тетюшского края, размещенный в отреставрированном доме купца Петра Васильевича Серебрякова. Жемчужиной района является историко-архитектурный и природный парк «Долгая поляна», в состав которого входит построенная более 100 лет назад усадьба графа Молоствова с уникальной лиственной аллеей протяженностью около 1 километра. Постановлением Кабинета министров Республики Татарстан этот парк был преобразован в государственный природный заказник регионального значения комплексного профиля «Долгая поляна». Дорогие друзья, напоминаю, что сегодня программа «Секреты татарской кухни» гостит в Тетюшском районе. И готовим мы сегодня вместе с жительницами села Монастырское Галиной Борисовой и Юлией Тимариной. Здравствуйте. 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 Руслан, а сейчас я хочу вам подарить символ нашего города – рыбу. Белугу. Не просто рыбу, а чудо-рыбу. Чудо-рыбу, да. Да. Вы, наверное, в курсе, Руслан, что в 1921 году возле города Тетюш была поймана такая большая рыба. Она была 960 килограмм. Ей даже памятник стоит у нас в Тетюшах. Вот так вот, дорогие друзья. Но сейчас такие рыбы водятся, нет? Говорят, это очень редкость. Сейчас в основном вот такие судачки. Да. И готовить мы будем из нее. Большое спасибо за подарок. Белуга сегодня будет готовить с нами. Ну и рассказывайте, что за рецепт. Сегодня мы будем готовить рыбник. Это блюдо карельской кухни. Берем хлеб готовый из магазина. В чем его секрет? То, что действительно его не нужно печь. То есть это вот такой вот круглый, Да, это круглый буханочка. ржаной хлеб. Ржаной хлеб. Ага. Можно и из белого. Можно и из белого. То есть по желанию здесь. По желанию. На любителя. С этой булочки срезаем крышечку. Угу. Открываем, а там Открываем, А там хлеб. Да. И убираем мякиш. Юль, убери. Юля, помогите. Хорошо, обязательно. Но когда А на кухне я две девушки, я думаю, я сегодня буду смотреть. Да. Нет, Мастер-класс. не получится. А я беру рыбу. Так, рыба сегодня у нас Рыба. судак. Берж. А, берж. Да. И делаю филе из этой рыбы. То есть филе потом понадобится для нашего блюда. Филе понадобится для нашего блюда. И пока Галина разделывает рыбу, Юлия, для вас у меня есть вопрос. Расскажи, пожалуйста, нашим зрителям, как образовался город Тетюш? Откуда вот название такое пошло? Ну, город Тетюш, значит, легенд очень много об этом городе. Как основался? Одна из версий, наиболее распространенная, это то, что, значит, после сожжения Великой Булгарии, значит, такой был князь, Тетеш. И вот он перебрался на правый берег и здесь создал город. Ага. Это одна из версий. Ну, значит, герб у нас, может быть, вы видели, это на красном фоне. Волны серебристые сверху, это, значит, говорит о том, что мы находимся возле нашей реки Волги. Два копья скрещенные и... Два щита. Два щита, да. Это, значит, говорит о том, что в основном здесь были люди служивые. Одна из версий, значит, что сторожевая башня у нас была, ну, охранный какой-то город был. И вот и герб, и флаг на основании этого.
То есть можно и сейчас сказать, что тетюши всегда на страже, Всегда на страже. ну, в данном случае Республики Татарстан, Да, а да, раньше России. Да. Сверху было видно все. Дорогие наши гости, я вот обратил внимание на очень красивые наряды у вас. Расскажите, пожалуйста, где их купили, либо, может, сами сшили? Ну, расскажу я. И мы не покупали. Это все сделано своими руками, все сшито нашими руками, работниками культуры, ну и еще одной женщиной, Любовь Леонидовна, директор нашего клуба. Стараемся в каждом мероприятии участвовать не только в селе, в районе. Галина Александровна у нас тоже очень активный наш помощник во всех кулинарных, во всех выставках. То есть никогда нам не отказывает, хотя она уже на заслуженном отдыхе. Все-таки стараемся все сами делать. То есть вы сейчас отметили, что Галина Александровна такой кулинарный эксперт местный, да? Да. Ваше любимое блюдо, вот кроме этого, какое? Чем вы почиваете гостей? Ухой. Ухой. Да, потому что у меня муж рыбак, и поэтому часто... варим Самый ухой. большой улов у вашего мужа какой был? Сколько там? КамАЗ привез рыбу, пакет? Похвалитесь. Более 40 килограмм. Это даже я Ну участвовала в и этом. самый главный вопрос, кто чистит рыбу, муж или вы? Я. Сегодня вы представляете не только вот Тетюшский район и город Тетюши, но и село Монастырское. Расскажите вот немного о нем. Ну да, село Монастырское – это одно из древнейших сел нашего района. Мы коренные жители села Монастырское. И я, и Галина Александровна. Мы родились в селе Монастырском, живем в селе Монастырском. И мужья у нас из Монастырска. Ну, по неуточненным данным, конечно, нашему селу где-то более 300 лет. Даже старше, чем город Тетюши. Даже старше, чем город Тетюши, да. Это был монастырь. В нашем селе монастыря не было. А на этом месте основали люди, которые были приписаны к монастырю. И поэтому у нас пошло название такое – село Монастырское. Ну, в нашем монастырском сельском поселении 5 сел. Это Монастырское, Ильинское, Долгая Поляна, где мы сейчас находимся, Лаптевка и Баймат. А сейчас давайте вернемся к процессу приготовления. Как вы, кстати, Так, прям как- профессионально чистите рыбу. Филе я сделала. Ага. Так, Юля. Можно я посмотрю, Готово? пожалуйста? То есть Да. вот такая должна Да. быть основа для нашего пирога. Пока мы ее отложим. Крышечка. Крышечка обязательно. Так, Юль, берешь лук и режешь полукольцами. Хорошо. Да, я? Лук полукольцами. А я продолжаю делать филе. Галина, Юлия, я надеюсь, вы знаете, что в нашей программе мы не только готовим, да, рассказываем интересную информацию, но еще ведь, если есть возможность, и поем, даже пляшем, играем на инструментах. Поэтому все-таки мне бы хотелось, тем более Юля уже сказала, что она артистка, чтобы вы для наших зрителей что-нибудь исполнили. Ну, хорошо. Ну, недавно вот мы выучили новую песню. Конечно, ее поет артистка, актриса, певица Елена Ваенга. Ну, нам она очень понравилась, эта песня. Ну, я немножко спою. Одна, совсем одна, растет полынь трава, и горький яд по стебельку стекает на сырую землю. Немножко грустная песня, но нам очень нравится. Спасибо большое, спасибо. Но песни разные ведь бывают, как Конечно. и блюда. Да-да-да. Но блюдо сегодня у нас точно будет веселое, вкусное, позитивное. Так, филе Филе готово. готово. Что мы Его делаем нужно дальше? посолить. Так, солим, перчим, пожалуйста. Подержу, чтобы потом вообще не говорили, что я ничего не делал. Так, перчика. Мгм. И отложим, да, пока? И отложим. Так. Что делаем дальше, Галина? Берем булочку, Ага. открываем крышечку, берем Майонез. ложку майонеза. А, то есть мы смазываем днище, да, мы нашего дно пирога? Пирога смазываем майонезом, чтобы он у нас был посочнее. Вы знаете, мы уже вот который год путешествуем по районам Республики Татарстан, видим очень много сел, древних городов, но ваш меня удивил такое ощущение, что где-то под Санкт-Петербургом я нахожусь, очень много старинных зданий, очень такой вот действительно старый русский красивый город. Да, Руслан, вы правы. Нам самим очень нравится наш город, конечно, все. И очень рады мы, что сохранились все. Ну, многих зданий сохранились. Недавно нашему городу исполнилось 235 лет. Так что, конечно, он старинный. Он был издревле купеческим городом, был уездным городом. То есть всегда здесь была торговля, всегда рыболовство очень хорошо развито. Ну, вы видите по вашему сувениру, по памятнику, который
В общем, очень красивый наш город. Нам очень нравится. Ну, от нашей программы еще раз поздравляем всех жителей города Тетюши с юбилеем 235 лет этому замечательному городу. Здесь очень красиво. Действительно, друзья, кто не был, обязательно приезжайте. Ну, а мы после небольшой паузы продолжим готовить рыбный пирог. Дорогие зрители, я напоминаю, что программа «Секреты татарской кухни» гостит в Тетюшском районе. И мы готовим рыбник вместе с Галиной и Юлей. Как настроение? Замечательно. Процесс у нас какой? Мы замариновали рыбу, Да. порезали лук и основу сделали из нашего хлеба для рыбника. Что дальше? Смазали ее майонезом, Смазали кстати. майонезом. И выкладываем рыбу Слоями или все сразу? слоями, плотненько друг к другу. Так, получается слой рыбы, Слой рыбы, потом затем слой лука, и затем еще раз. затем Масло еще, Сливочное сливочное масло. кубиками. Кстати, хотелось бы отметить вот это чудесное, очень красивое место, в котором сегодня проходят наши съемки. Юля, расскажите зрителям, где мы. Мы сейчас находимся в деревне Долгая Поляна, в знаменитой усадьбе Молоствовых Владимира и Елизаветы. То есть она знаменитая усадьба, так как и в нашем Татарстане, и уже за пределами Татарстана. Очень много туристов сюда приезжают. Очень красивое место. Мы тоже очень рады, что оно сохранилось в таком виде, что все-таки очень красивое, душевное очень место. Согласен, кстати, по поводу туристов. Мне кажется, вот Тетюша постепенно с каждым годом набирает все больше оборотов. Да, очень много туристов в этом году. Больше 100 теплоходов ожидается в этот туристический сезон. То есть можно приехать на машине, можно прийти пешком. Можно прийти пешком. Самый красивый вариант — это по реке Волге на теплоходе. на теплоходе приехать в Тетюши, подняться по этой лестнице. Да, по знаменитой. Не у каждого, наверное, сил хватит подняться по этой лестнице. Расскажите, вот самые популярные туристические маршруты в городе Тетюши. Самый популярный — это как только по водной глади приплывают к нам туристы, это самая знаменитая лестница, она выходит на гору в Шиху, там у нас сторожевая башня, и потом туристический маршрут, обзорные экскурсии по самому городу, очень богатый краеведческий музей сам в городе Тетюши. Официально Музей истории Тетюшского края был открыт 11 июля 1920 года. Музей располагается в памятнике архитектуры второй половины XIX века, доме купца первой гильдии, потомственного почетного гражданина города Тетюши и города Буинска Петра Васильевича Серебрякова. Буквально в этом году мы отметили 235 лет уездному городу. Что обозначает наш герб? В верхней части казанский герб символизирует о том, что мы принадлежали к казанскому наместничеству, а 2 серебряных копья и 2 щита в красном поле говорят о том, что наши предки с похвалой употребляли оные орудия. Конечно, доспехи настоящие. Вы можете себе представить, что у нас один из старейших музеев республики? Нам исполнилось 96 лет, почти 40 тысяч единиц хранения. Все подлинное. И вот эта кольчуга, подшлемник, бердыш, протазан, пушки, капсульные пятиствольные пистолет, кирасы – все настоящее. Здесь жили дозорные люди, стрельцы, полонянники и так далее. Но есть, конечно же, и древность. Это палеонтологическая коллекция, частичка. Даже вот такие современные находки, их только что обнаружили, принесли нам. Да, это череп бизона, шерстистый носорог, мамонты. Такие вот целые стада проходили по Тетюшской земле. А вот такими Тетюши увидел известный путешественник Адам Алиарий и сделал гравюру. А в дневнике записал такую запись: дома, церкви, избы – все сплошь деревянное. Это начало 17 века, город был обнесен деревянным частоколом. И, конечно же, больше всех Западную Европу удивило не только то, что город полностью деревянный, а изобилие рыбы. Рыба водилась в Тетюшах всегда, и поразило его, что за 50 копеек продали 65 крупных жирных лещей, а на обратном пути продали белугу за рубль. Мы поднимаемся на 2-й этаж. И, конечно же, добро пожаловать в залу купеческую, где, наверное, купец Серебряков принимал гостей.
Вот видите, какой просторный зал. Ну и, конечно же, экспонаты из первых поступлений. Вышивка, полуобъемная лепка, часть коллекции осветительных приборов, резьба из слоновой кости, щиток от пламени свечи, очень удивительная работа. Фарфор Кузнецов, Гартнер, Насонов, саксонский фарфор. Много очень музыкальных инструментов. Но вот посмотрите, самый интересный – это вот этот рояль с именной медалью за трудолюбие искусства Александру Эбергу, 1861 год. А здесь был барельеф императора, он вандально уничтожен, потому что искали в нем золото или платину. Император заложил драгоценный металл в несколько роялей. Таким колокольчиком Петр Васильевич вызывал прислугу. Ну и когда-то, вторая половина 19 века, Тетюши – это третий по величине торговый город Казанской губернии. А все почему? Потому что территория уезда была огромной, площадь 200 тысяч населения, если сегодня 24 тысячи в районе, и у каждого купца была своя пристань. И все уезды соседние, и наш большой уезд, все товары стекались сюда. Итак, чайная, когда-то Тетюши славились своей чайной братьев Чимбарцевых. Кстати, наш музей долгие десятилетия находился там, и 20 лет назад мы начинали там работать когда-то. Но и самый главный – это самовар в чайной. У нас, например, есть дорожный либо походный самовар. Ножки убирались, раскладывались, и можно было взять в дорогу. А самый маленький самоварчик, который очень интересно назывался, посмотрите, на одну персону. Можете угадать, как называли самовар на одну персону? Эгоист. Конечно же, вот именно так же назывался и самоварчик – эгоист. Вообще в фондах музея хранится более 40 тысяч экспонатов, которые раскрывают страницы прошлого небольшого старинного городка, входящего в состав Союза исторических городов и регионов России. Друзья, в Тетюшах очень весело. Я, кстати, уверен, что еще и очень вкусно, как рыбник у нас, Галина. Да, вот закладываем второй слой и промазываем сливочным маслом. Сколько мы готовим и как готовим вот этот вот рыбник? Да, он готовится, приблизительно минут 20 и выпекается в режиме выпечки в мультиварке. То есть его можно приготовить в мультиварке? Да. Сегодня мы с вами будем готовить в мультиварке. Ага. Там можно испечь 2 пирога, положить друг на друга из ржаной булочки и из белой булочки. Все ингредиенты, что кладутся в ржаной, также кладутся. Все то же самое. Все то же самое кладется в белую булочку. Но в духовке же тоже их можно выпекать? Можно выпечь в духовке при температуре где-то 200 градусов минут 40. Самое главное, чтобы была свежая и булка, Наверное, и рыба, да, и с хорошим настроением готовить. И в печке, наверное, можно, у кого сохранились печки. Печка это естественно в печке. Я думаю, в печке это из теста, которое сам делаешь. А здесь из готовой булочки, которые куплены в магазине. Видите, несмотря что наши гости живут в селе Монастырское, все у них по-современному. Конечно. Верх булочки смазываем сливочным маслом. Конечно, масло надо растопленное взять, но так как мы На природе готовим? На природе готовим, поэтому мы просто смазываем. Там он у нас растает. Кстати, заметь, как красиво. На природе уже третья бабочка помогает Галине готовить. На цветы садится. Но животный мир в Тетюшах, мне кажется, тоже очень разнообразный. Конечно, да. Кого встречали в лесу, нет? Хоть раз? Да, вот недавно, между прочим, по дороге, вот когда сюда из Белой Поляны, я видел кабана. Огромный такой, черный, огромный кабан. Выходит, с одной стороны, даже жутковатый такой царь. У меня муж видел лося. Да. Муж видел лося? Зайцы это постоянно у нас, лисы постоянно. Рыбник готов? Рыбник готов. К отправке. К отправке в мультиварку. В мультиварку. Закладываем в мультиварку на режим выпечки. Итак, режим у нас выставлен. И пока остается время, мы сейчас быстренько приготовим вкусный салат. Рыбник. Рыбный пирог. Рыбу выпотрошили, разделали на филе и нарезали на небольшие кусочки. Лук нарезали полукольцами. У круглого ржаного хлеба срезали крышечку и ложкой вынули мякиш, оставляя у буханки лишь тонкие стенки.
Полученную основу для пирога смазали майонезом и начали слоями выкладывать подготовленные ингредиенты. Сначала рыбу, потом лук, а затем небольшие кусочки сливочного масла. Далее слои повторили. Полученный пирог закрыли срезанной крышечкой, верх смазали сливочным маслом и отправили запекаться на 30-40 минут. Салат называется деревенский. То есть самый простой – огурцы, помидоры и лук. Так как лук у нас еще немножко остался, нарезаем не мелко, покрупнее. Ну, мне кажется, вот этот салат такой легкий, овощной будет очень актуален к нашему блюду. Да. Чем мы его приправим? Ну, в данный момент мы приправим, конечно, майонезом. Так как у нас тем более остался майонез. Да. А так на любителя. Можно растительным маслом, можно оливковым маслом. Можно сметанкой. Можно сметанкой, А лучше всего приправить этот салат красивой песней. Да? Галина, Хорошо. я прошу, чтобы вы тоже составили дуэт с Юлей. Послушаем. Ну, есть у нас фирменная песня в нашем селе Монастырское. Ее написала наша уважаемая Любовь Ивановна Любавина. Она сейчас тоже на заслуженном отдыхе. Она ее сама сочинила, написала. Начинаем. Есть родное у нас село, Монастырским зовется оно. Мы в селе там нашем живем, и о нем свою песню поем. Наше село родное, мы любим тебя всей душою, и нам не расстаться с тобою никогда, никогда. Здесь детство золотое бежит беспечной рекою. Здесь все нам дорогое навсегда, навсегда. Браво! Спасибо. Ну а сейчас мы все закладываем в посуду. Да. И можно сказать, что салат практически готов. Посолим, Да, поперчим. поперчим по вкусу. Давайте посолим, поперчим. Ну, соль здесь много не надо, мне кажется, так как у нас майонез идет. Да. Сколько ложечек? Одну большую? Одну хватит, да. Давайте, у вас вилочка, перемешайте. И один из последних вопросов. Расскажите, чем живет вот село Монастырское на сегодняшний день? Ну, село Монастырское, конечно, у нас уже население не такое молодое, но в основном мы своими огородами. Кто-то где-то работает, кто-то уезжает работать. Ну, вот про свою культурную жизнь можем рассказать. У нас в клубе много кружков. У нас даже в селе есть секция фитнеса. Для детей очень много из теста делаем, шьем сами, концерты все сами ставим. Все своими силами, все своими. Очень активно у нас, конечно, пенсионер помогает. И поют с нами, и танцуют, и рисуют, если надо. В общем, все. И самое главное, вот так вот вкусно готовят. Вкусно готовят, А это мы всегда. буквально через мгновение попробуем наш рыбник и салат. Салат деревенский. Огурцы и помидоры нарезали на небольшие ломтики, репчатый лук полукольцами, все ингредиенты соединили в глубокой посуде, приправили майонезом и хорошенько перемешали. Дорогие зрители, если вы не успели записать рецепты наших блюд, мы ждем вас в нашей группе ВКонтакте. Готовьте свои самые вкусные блюда, фотографируйте их и делитесь кулинарными секретами. А также не забываем подписываться на наш новый канал на YouTube. А тем временем время пробовать. Да. Разрезайте, пожалуйста, наш рыбник. Я положу салатик. На какие праздники в основном готовят этот рыбник? Или это повседневное блюдо? Это блюдо повседневные, быстрого приготовления, поэтому пришли гости, на скорую руку можно его приготовить. Ну, можно приготовить, если муж рыбак, как у вас. Да. Знаешь, когда рыба всегда есть. Да, когда рыба есть. Так. Можно руками, да? Можно руками. Посмотрите, пожалуйста, какая красота. Вот в таком разрезе очень аппетитно, красиво смотрится настоящее волжское блюдо с нашей рыбкой, вот с этой Волги. Поэтому приятного аппетита, давайте скорее пробовать. Приятного аппетита. Приятного аппетита. Вкусно. Ну как? Галина, Юлия, это просто очень вкусно, очень сочно. Ну, конечно, здесь секрет в свежей рыбе, в свежем хлебе и, В хорошем настроении. да, в том настроении, с которым мы его готовили, я это и хотел сказать.
Поэтому, знаете, убирать даже не хочется, хочется скорее доесть. Но доедим мы это за кадром, тем более есть у нас еще и салатик. Я искренне говорю вам большое спасибо на то, что были сегодня со мной. Было очень весело, самое главное вкусно вот в финале. Поэтому до новых встреч, большое спасибо. До новых встреч. Спасибо вам. Приезжайте к нам еще, у нас весело, мы вас накормим, развеселим. Приезжайте еще. Юля, Галин, на самом деле, я раскрою секрет, я никуда не уезжаю. Ровно через неделю следующая программа и вновь из города Тетюши. Поэтому до новых встреч, друзья. В новом выпуске новый гость, новое блюдо. Tarixanı başları, bik təmli həm fayda.